Парикмахеры добра помогут в сложной жизненной ситуации. В столице Башкортостана на базе Никольского вокзального храма открылся первый в России волонтерский парикмахерский центр. В Уфе это первая социальная парикмахерская. Обсудим детально вместе с создателем Татьяной Овсянниковой прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала «Республики». Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляем вас с открытием. Вот начало февраля и такое доброе, большое событие. Расскажите, как возникла идея и какие планы вы перед собой ставите? Ну, планы у нас такие, это, конечно, развивать парикмахерское направление, вот волонтерство. Парикмахер-волонтер всегда, вот знаете, хочется поддержать и помочь людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. И вот, ну, как бы на базе вот Никольского храма мы как раз и планируем работать и вот, ну, с людьми, оказавшихся в трудной ситуации, людей, которые вот не знают, куда пойти, как пойти, считай, хотят быть красивыми, да, вот, например, на 8 марта, на выпускные и так далее, такие много праздники и вообще просто в реальной жизни, когда хочется быть красивым, а у тебя нет этой возможности, конечно, это можно получить в Никольском храме, именно вот в этом волонтерском центре, где будут работать парикмахеры-волонтеры, а также волонтеры, которые все хотят попробовать профессию парикмахера. Может быть, у каждого у нас в жизни, в детстве была мечта стать парикмахером. Ну, знаете, как родители говорят, ну не надо, не стоит, и не дали возможности ребенку попробовать вообще эту профессию парикмахера. То вот мы в Никольском вокзальном храме, как раз вот в этом волонтерском центре, даем такую уникальную возможность любому, кто хочет соприкоснуться с парикмахерским делом, подержать ножницы, подстричь, попробовать, просто базовый навык, то добро пожаловать и приходите, конечно, мы очень рады будем всем. Мы знаем, что к вам могут прийти люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, которые, возможно, живут на улице. Кроме того, могут прийти и мамы с детьми-инвалидами, а также многодетные семьи. Да, конечно, конечно. Что для этого нужно сделать? Нужна ли какая-то запись? Как вы с ними контактируете? Здесь просто надо позвонить по номеру телефона и заявить о себе, о своем желании. И когда уже будет у нас заявка, мы уже будем дальше работать и приглашать к себе. Когда нужно, как, что хотят, какие пожелания. Здесь очень важно. Одно же дело важно еще получить услугу, а другое дело же, например, мамочку, которая есть особенно ребенок, научить ее базовым стрижкам, базовый навык подстричь своего ребенка. Мы очень часто сталкиваемся с такой проблемой, то, что ребенок порой боится в парикмахерских находиться, боится вот мужчину или парикмахера с колющими, режущими инструментами, то здесь вот можно же научить мамочку просто как стричь, просто обыкновенную стрижку для мальчика, для своего сына, например, или для девочки челку подровнять, чтобы это было красиво. И мы это готовы тоже также предоставить вот такую возможность для матерей. Но мы знаем, что многие заявляют о своем желании поддерживать людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, но чаще всего это стрижки под ноль. Вы же выбрали другой подход. В чем разница? Да, ну действительно это другой подход, потому что мы обустроили полностью помещение, которое будет нам предоставили, которое вот оно полностью располагает сейчас оказать качественно хорошую стрижку, потому что очень важно для нас, для парикмахеров, это освещение, стены, вода, в первую очередь, оказывать услугу на чисто вымытые волосы. И для всего этого мы обустроили вот это помещение на гранты городской администрации. Мы заявили о финансировании, о своем намерении, то, что есть такой проект, но у нас есть оборудование, есть опыт, есть помещение, но для того, чтобы это оборудовать и прям полностью отремонтировать, как полагается, мы обратились в городскую администрацию на гранты. И к нашему счастью, к великому счастью, мы выиграли. И как раз мы были признаны лучшим из лучших проектов, которым набрал максимальное количество баллов, потому что настолько прочувствовали вот эту всю значимость этого проекта, насколько важно человеку, как он выглядит. Может быть, вы меня поймете, может, кто-то другой услышит, а поймет, но каждый из нас оказывали в какой-то трудной жизненной ситуации. И когда в этой ситуации человек, что он растерян, он потерян, он не знает, куда идти. А, конечно же, он куда в первую очередь пойдет? В храм, да? А при храме, конечно же, вот здесь уже можно ему подсказать. Мы видим, например, чтобы ему восстановить документы, чтобы начать что-то делать, в первую очередь же нужно
приятный внешний вид, чтобы он пошел, те же фотографии сделаны, документы, чтобы даже вернуться домой, откуда он уехал, например, тоже нужно же приятный внешний вид. И мы это, конечно, с удовольствием готовы предоставить. Когда вот сталкивалась, я сама работала, я целый год, в течение года стригла в храме раз в месяц этих людей, и я с ними общалась. И я спрашивала, а почему, что, как, почему ты здесь оказался, что произошло? Ну вот один из парней, он мне рассказал такую историю о том, что в деревне, в село, нету работы, он приехал в город на заработки, устроился строителем, а так получилось, что тот строитель документы забрал, зарплату не заплатил, он сбежал от него, и он остался без денег, без документов, без ничего, в большом городе, в мегаполисе, и все, и он не знает, куда идти, что делать, и больше всего же, знаете, в этом моменте то, что у него страх, он боится вернуться домой, потому что максимально родители каждый вкладывают для своего ребенка лучше, а у него страх, он боится родителям своим показаться в деревне, что вот у него такая ситуация, а еще же его пугает, что же окружение в деревне, в село, в село скажут, как это воспримут, и вот этот страх его сковывает, стыд, вина, и он не может, знаете, как парализовало, и он не может выкарабкаться, и потом получается как накатанный уже одна за другой. А если посмотреть со стороны, оказавшись рядом с этим человеком, подсказать, подстричь, увидеть себя и сказать, вот, у тебя есть возможность, конечно же, человек, он сделает эти шаги для того, чтобы изменить свою жизнь. Так вот, какие мысли должны появиться у человека, который придет к вам и оказавшийся в сложной жизненной ситуации, да, к чему вы стремитесь? Улучшить жизнь, улучшить качество его жизни, социализировать его. Что не все потеряно. Что не все потеряно, и люди действительно им понимают, сопереживают и действительно готовы помочь. Потому что эти люди, они больше прячутся и закрываются, и они больше молчат. Они покушали при храме и уже уходят, и это страх. А здесь, когда протягиваешь руку помощи, он понимает, что на самом деле мир не так плохо, как ему кажется, что эти страхи можно преодолеть и действительно сделать те шаги, чтобы вернуться, например, к родителям и сказать и попросить помощи у родных и близких, потому что им же все время неудобно. А как я попрошу, как я скажу? А действительно, если когда окружить человека заботой, подсказать, то человек сделает эти шаги. Татьяна, вы выбрали такое непростое направление – социализация через парикмахерские. И вашим опытом заинтересовались в России. Да. Теперь проект может стать федеральным. Расскажите об этой части, пожалуйста. Действительно, очень много людей прислали поздравления от Калининграда, Волгограда, Владивосток, Челябинск, если вы можете это увидеть также в соцсетях, потому что действительно все увидели эту значимость, потому что каждый профессионал хочет взаимодействовать, хочет быть полезно значимым, потому что хочется же протянуть эту руку помощи, и ребята увидели эту социальную значимость, и буквально вчера мне также с Москвы написала девушка, она говорит, я хочу присоединиться к этому движению, я, говорит, я также хочу действовать, я, говорит, хочу понимать механизм, как, с чего начинать, потому что мной уже этот механизм отработан, и уже многие документальные документы, все есть, уже готовы для того, чтобы это развивать в других регионах. С кем вы работаете? Давайте поговорим о парикмахерах. По сути, ведь это тоже те же самые психологи. Да, конечно, конечно. Расскажите, кого вы взяли к себе в команду и какие задачи ставите перед ними? Первое, то, что обращаются ко мне, парикмахеры-коллеги, они действительно видят эту социальную значимость и тоже хотят приобщиться. И парикмахеры-волонтеры, они присоединились и тоже хотят взаимодействовать, тоже участвовать. А также я в команду набрала всех тех, кто желает просто попробовать профессию парикмахера и подержать руки в руках ножницы. Они тоже также присоединились, и вместе мы готовы дальше работать и охватывать целевую аудиторию, потому что не только люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а так, например, есть дети, да, как раз детишки, многодетные семьи, которым, например, мы можем оказать эти услуги. Здесь это
это и некие тоже возможность пообщаться, и в то же время же сделать приятно ребенку, когда он может увидеть себя в зеркале красивым. И если коротко, Татьяна, вы занимаетесь меценатством уже несколько лет и помогаете людям через парикмахерские. Какие основные выводы вы сделали? Вот чему вас это научило? Ну, здесь, наверное, сказать, что научила, ну, просто, знаете, это больше с каждым днем развивается вот это чувство любви к людям. Вот чем больше людей, чем больше ты их любишь, потому что профессия парикмахера, она настолько связана с людьми, и действительно вот делать свою работу, общаться, это через поток вот этой любви, ну, просто божественной любви, божественное чувство, действительно уважение человека, уважение его личности, ну, принимать его таким, какой он есть. И чем больше вот общаешься, тем больше вот эти потоки, которые работают, и хочется еще дальше присоединять людей и дальше двигаться. Это мне понравилось, когда девушка вчера озвучила, что я хочу присоединиться к этому движению, когда вот уже с России звонят, спрашивают, а как, что можно это сделать. Ну, давайте вам пожелаем, чтобы эта практика была распространена как можно больше в мире. Ну, теперь уже это следующий этап. Да, вот на самом деле, вот буквально вчера тоже обратились уже международные СМИ, они говорят, мы хотим, и завтра они уже тоже приедут, хотим, говорят, пообщаться, посмотреть на этот опыт. Отлично, поздравляем вас и желаем удачи, Татьяна. Вы делаете большое и доброе дело. Спасибо. Спасибо. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики была Татьяна Овсянникова, создатель доброго проекта, который называется «Парикмахеры добра». Не переключайтесь, оставайтесь в БСТ.